дорогие коллеги, аспиранты, лаборанты, научные сотрудники, всех наших сотрудников Якутского научно-исследовательского института разрешите поздравить с наступающим Новым годом. Новый год, 2021 год, это год быка. Это животное для сельского хозяйства самое нужное. Оно тягловое, во-вторых, оно воспроизводящее потомство. Поэтому добрый бык, на котором мы можем далеко уехать, наши предки на нем возили сено, на нем возили лед, на нем его использовали как транспорт, пахали пашни, раскорчевывали лесные массивы. Так что бык для нас – это символ благополучия. Поэтому грядущий год пусть принесет всем, вам, нам только добра и хорошего. И нам надо победить, выстоять перед коронавирусом, быть на высоте. И тогда, конечно, мы сообща будем решать наши научные проблемы. Это получение новых, как фундаментальных, так и прикладных знаний. Но вот немножко все равно надо сказать о годе уходящем. Год високосный, год трудный, очень трудный, не только для нашего института, но и для всех, для всей республики, для всей страны, для всего мира. И, конечно, это коронавирус, но и кризис в экономике. И очень много было проблем. Но в этом году мы справились, несмотря на это. Мы выполнили государственное задание по всем 4 научным темам. И мы дали столько статей, сколько надо, даже перевыполнили. Мы свои внебюджетные средства смогли накопить в конце года. Мы смогли также получить сорта, новые сорта, получить также приоритеты патентов. Впервые получили закваску кумыса, якутского кумыса. Организовали доение кобыл в зимний период, который мы будем представлять на патент. Также, если получится, представим мы его на книгу рекордов Гиннесса. Также мы смогли справиться с тем, что в Амгинском улусе Мяндиге мы землю обработали, посеяли, собрали урожай. Мы там занимаемся коневодством довольно успешно. Более 70% делового выхода получили. 4 человека новых рабочих мест создали в Амгинском улусе. Ну и, конечно, собранный урожай мы не по дорогой цене продали амгинскому хозяйству. Там бескормица. Вы знаете, что были пожары и так далее. Засуха была. Также мы в этом году с Никитой Гавриловичем Соломоновым сделали экспедицию в Амгинском улусе. Там участвовали ученые ЕНИС, ученые Института биологии Крильтозоны. Ну, таким образом, и другие наши планы, которые мы поставили перед нашими учеными, это большая экспедиция. Она у нас практически готова. Это арктическая экспедиция по исследованию влияния глобального потепления на традиционные отрасли Республики Саха-Якутия. Конечно, и другие направления, все они у нас развиваются, но время приходит такое, когда мы должны эффективно работать. Каждый должен на своем рабочем месте, ученый, лаборант или технический работник, все должны относиться
ответственно очень, потому что ибо бюджетные деньги – это деньги налогоплательщиков. Поэтому оно не будет все время увеличиваться, а мы должны сами на полученных знаниях мы должны организовать сами внедренческое производство. Это значит создавать такие предприятия, как ООО «Наука», расширять его, такие как Хотубакт и так далее. Ну и в коневодстве у нас Григорий Васильевич, лаборатория его довольно успешно работает, в оленеводстве нам надо работать и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому год мы, надо сказать, тяжелый год, мы плодотворно, творчески отработали. За это вам огромный поклон, вам огромное спасибо, что мы все друг друга поняли и одним коллективом справились с большой задачей. Теперь предстоит нам еще более сложная задача в следующем году, которую мы должны осилить. И это у нас будет и международная конференция будет. Это аграрная наука Сибири, это его вклад в Белоруссию, его вклад в Казахстан, его вклад в Российскую Федерацию, Монголию и так далее. Все эти ученые приедут к нам, если мы победим коронавирус. А если коронавирус будет продолжаться, то наше правительство примет определенные решения, тогда мы проведем в режиме онлайн, используя Zoom и другие новые технологии. Поэтому мы все равно не будем стоять на месте, а будем все время двигаться, идти вперед. Мы в своем ОУСе, Академия наук, определили приоритеты Академии наук на ОУСе, это Объединенный ученый совет по сельскохозяйственным наукам, наши приоритеты в развитии науки. Там все главенствует Якутский научно-исследовательский институт, и вокруг него все другие занимающиеся аграрной наукой ученые. Поэтому мы должны дать пример всему аграрному сообществу. Наше сельскохозяйственное производство работает по старинке. Это видно. Вот в Бурятии бюджет 672 миллиона всего, сельскохозяйственный бюджет, аграрный бюджет. А в нашей республике консолидированно выходит 12 миллиардов. А говядина бурятская, баранина бурятская, в каждом магазине тушенка даже бурятская. А где наше производство? Поэтому нам надо призадуматься. Денег, мне кажется, недостаточно, но и немало. Эти деньги, если эффективно будут работать, вот директор Бурятского научно-исследовательского института сказал, нам бы 1 миллиард рублей, мы перевернули бы сельское хозяйство в Бурятии. Вот как. Поэтому мы должны дать советы, мы должны дать знания, опираясь на которые сельскохозяйственное производство нашей республики, товарное производство вывело бы на такие рубежи, от которых не было бы стыдно за себестоимость. Конечно, наше производство качественное, хорошее, конкурентоспособное, но цена. Вот здесь мы должны поработать. Я очень прошу наших ученых-экономистов, наших ученых-растениеводов, наших ученых-животноводов, ветеринарных врачей, ветеринарную медицину, биотехнологию. Здесь очень постараться быть полезными, даже больше, чем полезными, а необходимыми, нужными, как воздух для нашего сельскохозяйственного труженика. Давайте возьмемтесь и работать по-новому. Арсений Сергеевич Николаев, глава нашей республики, как работает? Мы все видим, мост будет строиться. Вот, добился. Всего лишь каких-то 2 года работает, а уже результаты есть. Финансирование уже даже идет в этом году. Мост на Вилюе. Мост на Вилюе. Трасса Вилюйская, как строится интенсивно. И многое другое. Поэтому у нас энергичный глава, эффективно работающий
И мы с ним в унисон должны работать по поднятию нашего сельского хозяйства на очень высокие рентабельные рубежи. Я вот желаю всем крепкого здоровья. Берегите себя. Но беречь себя – это значит что? Это безопасность. Прежде всего своего здоровья. Это предохранение себя. Ну и предохранение своих близких. И, конечно, с наступающим Новым годом. Счастья, радости и благополучия. Сергелях болун, сылгылах болун, саргылах болун.